Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. 2 года тому назад на этой конференции я рассказывал о борьбе и мужестве, храбрости волжских булгар, которые осмелились единственными дать отпор татаро-монгольскому нашествию, условно говоря, монгольскому нашествию на территории. И что же было потом? Весь исламский мир на тот момент был завоеван, как вы видите на карте, и была уже угроза завоевания Европы. Все эти, то есть страны Хорезм-Шаха, это аббасидский халифат, территория Месопотамии, территория Турции, бывшие как раз губернии сельджуков тоже были завоеваны. И последним исламским государством на их пути оставался Египет. Если пал бы Египет, то, возможно, никакой исламской цивилизации мы сегодня уже не говорили бы. И если бы Египет пал, то, можно сказать, тот ислам, который сейчас мы знаем, он, может быть, даже и не уцелел бы. Но это на все воля Всевышнего. Так что же стало на их пути? На их пути, как ни странно, стал феномен несчастные, разгромленные, униженные монголами половцы Кипчаки. Почему несчастные? Мы, помните, 2 года назад я рассказывал о том, как 15 лет волжские булгары противостояли татаро-монголам. О том, как, можно сказать, большая часть была истреблена. Но что было потом? Затем монголы, сами того не понимая, начиная с 1223 года по 1240 год, продавали детей половцев. То есть это детей волжских булгар, то есть казахов, Средней Азии, всех, кто жил, это, можно сказать, тюрков на тот момент времени. И поток кипчакских детей-рабов шел в Египет. В Египте же из них, как потомки Салахуддина Аюба, делали из них специально хорошо вооруженных, профессиональных, натренированных воинов. Конечно, судьба этих детей была незавидная. И в качестве примера я хотел бы вам прочитать некоторые отрывки от первых лиц, которые как раз рассказывают, как это происходило. Например, рассказывается о истории Мухаммада ибн Байлик аль-Мухсини. Это того ребенка, который как раз тоже прибыл туда, в эти казармы. И он рассказывает, что я вырос в семье крестьян, в моей семье было около 5 братьев. Я смутно припоминаю свою маму, смутно припоминаю свои религиозные обряды, которые мы выполняли. Мне было всего лишь 8 лет. Выйдя на улицу, я увидел, как много детей бежали. И мне громко сказали: беги, а не то тебя украдут и схватят. Я побежал настолько, сколько у меня было сил. Но в итоге я получил сильный удар в живот. Земля ушла у меня из-под ног, и меня увезли в длинное путешествие. Меня привезли в казарму, я увидел таких же детей, как сам. И я спросил в своих слезах: где моя мама, придет ли она сегодня или нет. Мне же ответили люди, самый старший из них сказал, что люди рождаются, когда приходят в этот мир, а мамлюки рождаются тогда, когда попадают сюда, к своему устазу. Затем мне мама снилась, много приходила в моих воспоминаниях. И я один раз попытался убежать, меня схватили. И опять-таки я уже говорил, то есть умми, где моя мама, но мне ответили: не разговаривай подобно женщинам, ты должен быть сильным. Мы тебя избрали, потому что что? Потому что мы увидели тебя сильным. То есть выбирай, либо ты станешь мамлюком, то есть рыцарем ислама, либо же ты, в действительности, что ты уже, мы отрубим тебе голову. И тогда, как я сказал, что моя семья отныне будет здесь, и моя преданность будет только султану. Примерно в этих строках хотелось бы показать их состояние, этих людей, которые выросли и стали теми, кто в действительности смог остановить это нашествие угрозы с востока. И еще одна история, где уже есть другой пример. Приводится, что однажды меня мама разбудила утром, одела самую наилучшую одежду,
и сказала: ты, говорит, посмотри, где мы живем. Мы живем в норе, в которой даже мыши жить не хотят. Хотя мне казалось, что это очень хороший дом. После чего она сказала: ты обязательно станешь амиром, как амир Египта, и будешь счастлив. Она меня взяла за руку и принесла к рынку рабов. Я дала, мужчина отдал ей мешочек золота. Она повернулась мне и сказала: иди вместе с ними, не ищи меня больше и не обижайся на меня. То есть вот такие трагические истории были с этими людьми, но, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло, да, с одной стороны. Так вот, там их, мамлюков, воспитывали как профессиональных воинов, военная каста особая была, да, воины-рабы. Это были лучшими профессиональными бойцами, воспитывались особым кодексом, который называется фурусия, который состоял в том, что помимо воинского искусства, который состоял из военной подготовки, стрельбы из лука, бои на мечах, копья, боевые построения, логистика, использование огня и дыма. Кроме того, этот кодекс требовал, чтобы мамлюк был сведущ в искусствах, науках, литературе. Они были грамотны, не просто грамотны, их заставляли читать литературные произведения. Поэзия была обязательной для них. И также они должны были быть благородными и честными мусульманами. И я даже более скажу, вот даже те большие ученые, которые мы их трудами пользуемся по сегодняшний день, это Бадрудин Айни, Ибн Хаджар Аскаляни, также имам ан-Науи и многие другие ученые, которые жили, они жили как раз в время их правления вот этих как раз вот мамлюков. Так вот, к чему это рассказывал, что вот и они, помимо всего этого, вот как раз фурусия, вот джигитовка, которую вот вы видите, да, вот у них была развита сильная джигитовка, вот то, что на конях были очень сильно, почему они смогли дать отпор монголам, потому что как раз их тренировали хорошим стрельбе из луков, то есть их луки стреляли даже лучше, лучше монгольских, и как даже Гумилев тоже очень хорошее произведение у него есть, то есть даже некими кентаврами даже стали вот эти люди, которые как раз смогли дать отпор. Так вот, уже переходим к самой вот этому генеральному сражению, которое они дали, половцы, да, мы можем смело называть половцами, потому что большая часть из них была вот из среднего Поволжья, да, даже как говорят про Бибарса, что он был родом из племени Бары. То есть есть вероятность того, что это из вот, территории Поволжья была, да. И вот как раз вот Кутус вместе с Бибарсом, они возглавили вот это войско, 14 тысяч человек, что интересно, вот видите, поделена, как здесь сделать, так, да, вот правильно, поделена вот вся территория Египта была на 24 уезда, и каждый уезд должен был содержать 1000 воинов. Вот, и как раз вот они выделили 14 тысяч воинов, чтобы отправиться и встретить, и дать генеральный бой армии Хулагу. И в итоге, я уж сейчас не буду время затягивать, это сражение закончилось победой половцев, победой мамлюков, которые держали эту победу, и оно остановило продвижение монголов на запад. И впоследствии, через некоторые, то есть еще до этого и после этого были проведено много крестовых походов с запада, они тоже, именно мамлюки, смогли их остановить. Затем они отбили территорию Месопотамии и установили уже полностью свою власть вот, уже на этих территориях и даже больше, чем этих территориях. Да, это современная Израиль-Палестина же, да? Да, это уже все было в их подчинении. И как вот в качестве, просто некоторые тоже расскажу некоторые эпизоды, которые происходили в этом сражении. Вот, встретились две армии. Одна армия, это народная армия была, если была монгольская армия, самый сильный момент на том времени, но им противостояли как раз профессиональная армия кипчаков. Вот, и как раз вот они смогли одержать победу, даже когда Кутус, он вышел перед своими воинами, даже он говорил: «Ман якун лиль ислями изалям накун нахну». То есть, кто способен сегодня остановить, то есть защитить ислам, если не мы. То есть, если не мы, ислама уже больше не будет. Потому что никого для секрет, что на северных территориях Африки в тот момент времени
хоть мы и говорим, что было исламское влияние, но так продолжалось, еще больше населения еще исповедовало не ислам. Вот. И, как я говорил, если бы правящая верхушка мусульман уже тогда ушла бы, то тогда бы я говорил, может быть, такого в том образе ислама, который сегодня есть, мы бы даже и не видели бы, не знали. Вот как раз так рассказывают, что как раз вот началось это сражение, Бибарс, когда уже видел, что левый фланг его терпит поражение, он сказал: «О ислама», то есть «О ислам, лучше мне умереть, чем видеть, как мои воины отступают». И вот как раз вот эти слова, они воодушевили этих мамлюков. Как я говорил, очень трагическая судьба этих людей. Но именно вот эти люди с трагической судьбой, с трагическим детством смогли, можно сказать, спасти вот последний оплот ислама. Как вы даже рассказывали, что они, помимо того, что они защищали свою новую родину, они шли в бой, и в их сердцах горел огонь мщения. Мщение за то, что когда-то их продали, за то, что их превратили изгоев, лишенных родины. Даже рассказывают, что они с собой брали в дорогу полынь. Им привозили с их родины полынь. Знаете, наверное, горький вкус полыни. Они вот так вот его крошили. И с этим запахом полыни они шли в бой с мыслью мщения за своих родителей, которых потеряли. Как некоторые рассказывают, что я, говорит, ничего не помню, кроме как теплоты своей матери. Больше я, говорит, ничего не помню из того, что было раньше. И, заканчивая свое выступление, хотелось бы спросить, даже вот, если меня сейчас спрашивают, я потому что об этом говорил раньше, меня спрашивают, а вот для чего ты нам рассказываешь, как бы, да? То есть, неужели ты сам хотел бы такой судьбы, конечно, да, с одной стороны. Я, конечно, никому не пожелал бы подобного. Вот, второй, если бы я восхищаюсь, кстати, в действительности вот этими людьми, вот, которые в действительности смогли остановить и дать исламу то, что мы сейчас имеем. Как я говорил, очень многих плеяду больших ученых средних веков именно вот они нам и дали. Вот. Есть связь нашей конференции, чтобы была какая-то связь, почему я об этом рассказал, потому что как раз вот первое поколение султанов, они были как раз с большой долей вероятности, они были из Поволжья. Как я говорил, если их родители были храбрые, убитые, то есть в сражении защищая Волжскую Булгарию, то их дети, но уже в Египте, они смогли остановить это нашествие. Как я говорил, первый это был Кутус, Бибарс, то есть первые 25 султанов как раз были из большой той же вероятности, что они были из нашей территории. И даже вот по сегодняшний день крепости, самая известная огромная мечеть султана Хасана, тоже была построена как раз вот сыном того Мухаммада ибн Байлика Мухаммади, про которого я вам на самом начале рассказывал, о том, как он был продан в рабство монголами. Вот, и как бы из того, что хочется добавить, последние мои слова, то что вот на сегодняшний день вот, что их вдохновило сражаться и с ценой своей жизни, своего здоровья, многие из них коллегами остались, это идея. Это та идея, ради которой они жили, ради которой они воевали. И вот сегодня также хочется нам сказать, что сегодня данным местом, где мы можем сохранить это, является религиозной школой. В данном случае, альхамдулиллях, вот в нашей местности является Ак-мечеть, где как раз работают над тем, чтобы сохранить наши традиции, наш язык, нашу религию в первую очередь. Это та идея, которая дает нам надежду, дает нам возможность жить дальше. И вот две книги, про которые... убрали уже, да? Последняя страница хотел сказать. Вот да. И вот как раз две книги, которые я использовал в своем докладе, это вот книга Ибн Ияса, то есть Абуль-Баракат на арабском языке, она написана, сейчас недавно ее перевели на русский язык, «История черкесских мамлюков». Но он больше рассказывал о султанах-черкесах и уже о том периоде времени, когда как раз он был свидетелем того, как их султанат пал перед османами. Но тоже очень интересно. И, конечно, Лев Гумилев,
очень интересно рассказывают, у них немного статей об этом. И вот как раз книга «Черная легенда», которая рассказывает о том, как уже о первых мамлюках, то есть первых тюркских мамлюках. Игзур Ахмад, джазакаллаху хайран, саламу. Спасибо, Артур Хазрат, за регламент ровно. Точность, вежливость королей. Видимо, разные имам хадитлары тоже самые, как и у королей. Вопросы, сұраулар бар ма?